А как вы думаете, вот вы бы смогли за год стать известным комиком, медиапродюсером вот, Думаю, за что год, за вот, с 40 лет бы нуля? не смог. Вот. И я то же самое. Я думаю, что Зеленский тоже как бы из известных медиков за год стать Из медика? великим Из политиком, медика? Из медийщиков? комиков, да, простите, Комиков, медиков. да, за год стать сразу таким глобальным политиком, вникнуть в такие тонкие процессы, которые мы-то их понимаем, потому что мы были в них, Ну, да, варились в мы этом их всем, можем да. почувствовать даже, не то что знать, а чувствовать. Это совершенно другое измерение понимания проблемы. Они не могут этого сделать. Поэтому у них были иллюзии. Это, я думаю, не ошибка, это были иллюзии, что можно договориться, что есть интересы там и там, что это какой-то внутренний действительно конфликт спровоцированный, что народ там какого-то Донбасса чего-то хочет там. То есть я думаю, что это было все. То есть, давайте так, искреннее заблуждение, неискреннее заблуждение. Я думаю, искренне. Я думаю, искренне. Ну, как бы, ну, я не видел лжи, скажем, в глазах Зеленского, когда он вообще это говорил. Поэтому я думаю, что это было искреннее заблуждение. И, кстати, я думаю, что полностью оно еще не прошло. Вот по словам того же Ермака в этом интервью «Левому берегу», Мгм. которое я сегодня читал, а, там он все равно говорит о том, что вот будут представлять в ТКГ Украину люди оттуда, которые не связаны там с ДНР, ЛНР, там не воевали с украинцами и прочее. А я задаю простой вопрос, как они оттуда смогут, Слушай, кто тут им родственников люди, обеспечит, да, кто им родственников люди обеспечит скрывают, да. безопасность там, если они будут, живя там, ну, отстаивать интересы Украины. А нам же не нужны люди, которые отстаивают интересы России. Там уже есть в Минске люди, которые отстаивают интересы России. Поэтому, мне кажется, еще вот нюансы, которые какие-то не совсем они понимают. Ну, направление движения у них абсолютно правильное.